Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. До 2011 года – День милиции. Профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел. Как стать сотрудником полиции, куда для этого обратиться – об этом мы и поговорим. Гостья в студии Сардана Кисанаева, начальник управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел по Якутии. Сардана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну и в начале нашего интервью хочется поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать всего самого наилучшего. Ну и сразу такой личный вопрос. Расскажите, как вы пришли в Министерство внутренних дел, как вы попали на эту работу? Спасибо большое за поздравления. В органы внутренних дел я пришла в далеком 1995 году после окончания педагогического факультета Якутского государственного университета. В те годы, когда страна наша была в политическом, экономическом кризисе, органы внутренних дел были оплотом законности, спокойствия и стабильности. И мой выбор был сделан, не только мой, но и многих моих коллег, которые продолжают нести службу так же, как и я, в течение многих лет. Ну вот давайте поговорим, как сегодня можно стать сотрудником полиции, куда нужно обратиться с вопросом о поступлении на службу, да, вот с чего начинать процесс трудоустройства, какие документы необходимо подготовить. У нас в МВД по Республике Саха-Якутия открыт и действует рекрутинговый центр. Это единый центр, куда все граждане, которые изъявили желание поступить в органы внутренних дел на службу, должны обратиться. Я предлагаю запомнить простой номер телефона 45 45 45. Первое, что нужно сделать, это набрать этот номер, и кандидату полностью расскажут, какие документы нужно взять с собой. Ну, конечно же, в первую очередь, это паспорт гражданина Российской Федерации. Ну и затем уже наши специалисты помогут подобрать должность, подобрать место несения службы, да, и подобрать направление. Угу. Ну вот с чего стоит начинать, да, подготовку перед работой в органах внутренних дел? Да? Может быть, начать заняться спортом, либо, может быть, получить какую-то специальность юридическую в начале, например. Да? Расскажите об этом. Сергей, вопрос, конечно, очень хороший. У нас получается так, что сотрудниками органов внутренних дел может стать абсолютно любой гражданин Российской Федерации. При этом, конечно же, он должен быть физически подготовлен. Образовательный уровень фактически не имеет значения, потому что каждый, кто окончил среднюю школу, для мальчиков, кто отслужил в рядах российской армии, пожалуйста, двери открыты. Угу. А вот есть ли какие-то особые требования к сотрудникам полиции? Конечно же, к сотрудникам полиции предъявляются требования, вот как я уже ранее сказала, по физической форме, да, но и по морально-этическим качествам. Конечно же, это должен быть гражданин, который ведет себя, как говорится, хорошо, не нарушает закон. И этот кандидат наш, он должен быть мотивирован на защиту граждан, мотивирован на соблюдение закона. Да? То есть вот таких граждан мы рады видеть в своих рядах. Ну, теперь подробнее, какие вакансии сейчас доступны в органах внутренних дел для якутян? У нас вакансии, конечно же, есть в органах внутренних дел. Мы ждем всех желающих. При этом обращаю внимание на то, что каждый гражданин, вот он должен просто подойти в наш рекрутинговый центр, и мы ему подберем направление. То есть мы можем при наличии среднего специального образования гражданина направить. Он у нас может быть оперуполномоченным, да? Он у нас может быть специалистом тыла, он у нас может быть инспектором штаба и так далее. То есть направлений очень много. Поэтому желательно подойти, и желательно вот на Дзержинского 10, кабинет 123. А вот готовы ли брать в органы внутренних дел после боевых действий, да, например, после участия в специальной военной операции? Ну и вообще, как сейчас со штатом, с наполняемостью штата обстоят дела? Много ли нужно работников? Да, у нас сейчас действующий некомплект достаточно немаленький, но по сравнению с другими регионами мы занимаем лидирующее место, то есть мы укомплектованы в должной мере, мы способны охранять общественный порядок,
и контролировать законность на территории республики. Вместе с тем, да, сотрудников, которые... У нас очень много бывших сотрудников, которые сейчас проходят службу в зоне специальной военной операции. Мы их ждем по возвращению обратно на службу. Но, Сергей, у нас есть, конечно же, определенные требования. Это нужно пройти военно-врачебную комиссию, психолого-педагогический отбор, то есть единые требования ко всем в соответствии с федеральным законом. А вот могут ли, да, молодые люди поступить на службу в органы внутренних дел сразу после школы? Или обязательно нужно получить среднеспециальное, может быть, образование для начала? Молодые люди, конечно же, могут поступить на службу в органы внутренних дел, поступив в институты системы МВД Российской Федерации. У нас таких институтов МВД очень много, их более 80. В этом году 32 ребенка поступили у нас в Хабаровск, в Санкт-Петербург, в Москву, в Иркутск, то есть во Владивосток. Очень много направлений. Институт МВД России готовят оперативников, следователей, участковых, то есть двери открыты. Пожалуйста. Вот расскажите, а какую работу ведете, может быть, с выпускниками школ, да, перед поступлением? Каким-то образом помогаете поступить в такие учебные заведения? Да, конечно, у нас работа такая уже начата. Уже сотрудники кадровых подразделений провели встречи в школах города Якутска, в школах населенных пунктов, районов республики, потому что мы сначала разъясняем. А основное направление вот по подготовке данных кандидатов начинается с осени, потому что уже нужно привести себя в нужную физическую форму, чтобы сдать зачеты, а также необходимо подготовиться по 2 экзаменам. Это обществознание. Нужен только математика, русский и обществознание. То есть вот так вот. И пройти, опять же, военно-врачебную комиссию и психолого-педагогический отбор. Ну, давайте подробнее расскажем, что нужно сделать родителям, да, чтобы начать готовить ребенка, например, да, к работе в полиции, да, после завершения учебы в школе и поступления вот в институт. Когда лучше начать, с чего, по каким предметам, да, может быть, Конечно, начать особую подготовку? Родителям уже сейчас необходимо обратить внимание вот на выбор своего ребенка. Необходимо, опять же, определиться с институтом МВД России, куда ребенок поедет, где он будет поступать и куда он будет стремиться, то есть какую специализацию он выберет. На будущий год мы запросили место даже в Орловский юридический институт, который готовит только сотрудников УГИБДД. То есть вот даже такая специализация. Обязательно необходимо помочь ребенку в физической подготовке, то есть обязательное посещение секций. Мы дополнительно сообщим, потому что в январе мы планируем здесь, в городе Якутске, предварительные уже проводить зачеты. Вот как будет в институте, то есть как ты пробежишь, как ты отожмешься, да, как ты подтянешься на турнике. То есть все это в свободном доступе есть. И военно-врачебную комиссию кандидаты на поступление в Институт МВД России начинают проходить уже с февраля месяца. Февраля месяца, да, раньше. И личные дела мы уже направляем в мае и июне, и дети едут. И как я говорю, в прошлом году 24 ребенка, в этом году 32 успешно обучаются в институтах МВД России. То есть они уже действующие сотрудники органов внутренних дел, у них уже выслуга идет. То есть они, когда во время учебы уже, да, идет какая-то Да, они выслуга, являются сотрудниками, у них есть специальное звание рядовой, и у них есть должность курсант. Замечательно. Вот, кстати, что касается престижа работы в полиции, насколько работа в полиции престижна сейчас, да, какие есть, может быть, социальные гарантии для сотрудников? Да, конечно, служба в органах внутренних дел всегда являлась престижной службой. И социальные гарантии и льготы определены специальным федеральным законом. Сотрудники полиции имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск и проезд в отпуск сотрудника и члена его семьи, это каждый год. При получении травмы сотруднику выплачивается страховая выплата, достаточно размер ее большой. То есть при, там, ну не знаю, даже вот сотрудник палец сломает, страховая выплата составляет свыше 70 тысяч рублей, единоразовая. У нас полностью оплачиваются больничные листы, у нас есть санаторно-курортное лечение, а также сотрудники, которые отслужили 10 лет и более, имеют право на выплату на расширение жилья, либо приобретение жилья. Участковым отдельные у нас есть социальные гарантии, то есть участковым оплачивается
съем жилья. То есть это все, ну вот это вот все есть. Компенсация выплачивается за это. Каждому сотруднику, кто снимает жилье, тоже она не такая большая компенсация, но она есть. Что касается выхода на пенсию, сколько нужно выслужить сотруднику, чтобы уже уходить на пенсию? Насколько мне известно, достаточно рано вот уходили раньше. Да, конечно. У нас, вот давайте приведем простой пример, чтобы нашим слушателям было понятно. Вот пришел кандидатом на службу Иван Иванович Иванов. Да? Он отслужил в рядах российской армии, и вот он уже в 19,5 лет становится сотрудником органов внутренних дел. Ну, давайте, становится полицейским патрульно-постовой службы, да, с честью и достоинством в районах Крайнего Севера, то есть у нас выслуга тоже идет льготная, он у нас служит до 30 лет, то есть через 10 лет как минимум он становится пенсионером органов внутренних дел, он уходит на пенсию. И в отличие от гражданских пенсионеров, где бы он далее не работал, вот эта пенсия, которая начинается от 20 тысяч рублей, она у него в кармане постоянно. То есть мы вот так мотивируем еще и молодежь. Да? То есть в возрасте 30 лет уже можно получать да. какие-то дополнительные средства. У нас да? очень много таких сотрудников, которые, отслужив органов внутренних дел, реализовали какую-то другую свою мечту. В 30 лет, в 32 уволились на пенсию и работают в иных организациях. Ну и в день профессионального праздника, Сарван Владимирович, что бы вы хотите пожелать своим коллегам в этот замечательный день? Это наш очень хороший и большой праздник. В первую очередь я от всей души поздравляю сотрудников органов внутренних дел, наших дорогих и любимых ветеранов органов внутренних дел. И в такой непростой период, конечно же, я желаю всем стабильности, крепкого здоровья, счастья. Членам семей сотрудников я желаю здоровья тоже и терпения и поддержки наших сотрудников. Ну что ж, Сардар Владимировна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем, конечно же, долгой и успешной работы на благо нашей республики. Спасибо, Сергей. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.